Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки мольбы, уроки дуа. И наша тема прошлой лекции – это нужда, то есть потребность рабов в Всевышнем, в Аллахе, потребность рабов в взывании к Нему. И мы основой прошлой лекции, я просто как напоминание пройдусь быстро, мы взяли как основу хадис Кудси, священный хадис, где Всевышний обращается к нам со словами «Я ибади, о рабы мои, все вы находитесь в заблуждении или находились бы в заблуждении, если бы я вас не наставил на путь истины. И поэтому просите у меня наставление путь истины, я вас наставлю». И вот так Всевышний обращается к нам несколько раз, и каждый раз Он указывает нам на какую-то нашу потребность. То есть начиная с наставления с пути истины, Всевышний продолжает: каждый из вас пребывает в голоде, то есть никто не имеет еды, кроме тех, кого я накормил, поэтому просите у меня еды, я вас накормлю. Каждый из вас нагой, то есть голый, у вас ничего нет абсолютно. Не то, что речь идет там о жилищах, о машинах, да, там другие счета в банках. Да, Аллах говорит, даже у вас не было бы даже одежды, которую бы скрыла ваши гавраты, если, кроме той, которую я вам даю. Поэтому просите у меня наставления, я вас наставлю, просите у меня еды, я вас накормлю, просите у меня одежды, я вас одену, и так далее, и так далее. И вот этот хадис указывает, во-первых, на милость Аллаха. Аллах сам обращается к нам, хотя Он не нуждается ни в нас, ни в наших молитвах, ни в наших мольбах, ни в наших там зикрах, возвеличиваниях и так далее, и так далее. Он обращается к нам и говорит: просите, просите, просите. Просите у меня все. И начиная от наставления, потому что каждую секунду, вот этот хадис доказывает, что раб каждое мгновение, каждую секунду он нуждается в своем Господе и нуждается в Его помощи. Что касается наставлений. Человек идет по пути истины только потому, что Аллах его ведет. Если бы Аллах отпустил бы раба на мгновение, как в хадисе говорится, на мгновение ока, человек сразу погрузился в заблуждение, он сразу заблудился. Поэтому мы идем по пути истины только потому, что Аллах нас ведет. Мы совершаем какие-либо благодеяния, пусть это будут виды поклонений, намаз, пост, там кто-то садака дает, закат, другие благодеяния, да, только потому, что Аллах нам дал тауфик. Как только Аллах отпустит нас, мы сразу погружаемся в грехи. И любое совершение благого дела – это знак того, что Аллах дал нам в этом деле тауфик. И любое наше прегрешение, любое наше заблуждение, да, это знак того, что Аллах на какое-то время оставил нас. То есть лишил нас тауфика. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда обращался к Аллаху, он говорил следующие слова. То есть не предоставляй нас нашим душам, то есть нашим нафсам, даже на мгновение ока. Вот как моргает человек, да, вот даже если на полсекунды, на 10-ую часть секунды, если Аллах отпустит нас, то есть лишит нас тауфика, мы сразу заблуждаемся. Поэтому Аллах говорит: просите у меня истины, я вас наставлю. Я вас буду вести по пути истины. Еда, одежда, то есть начиная от каких-то великих вещей, да, продолжая еда, питье, одежда, тебе нужно, не знаю, коня обновить, надо какую-то проблему решить, тебе надо здоровье, еще что-то, там
с кем-то у тебя проблемы. Все надо просить у Аллаха. Начиная от великого, заканчивая даже самых маленьких и, может быть, даже, казалось бы, каких-то ничтожных вопросов. Да? Все и совсем мы идем к кому? К Аллаху. Мы идем к Аллаху. И вот это показывает, это доказывает, что мы в каждую секунду, каждое мгновение нуждаемся в Его помощи, в Его наставлении, в Его ризке, в Его помощи. И поэтому вот об этом мы с вами говорили. Сегодня наша тема «Как Всевышний отвечает тем, которые взывают к Нему, которые зовут Его». Да? Потому что, дуа – это же призыв, это зов. Мы зовем Его. Мы поднимаем руки и зовем Его на помощь. Так ведь? И одно из превосходств, достоинств этого вида поклонения, дуа, мы видим в том, что Всевышний обещал тем рабам, которые будут просить Его, взывать к Нему, умолять Его, что Он им ответит. Что Аллах обязательно им ответит. Машаллах. То есть мы делаем дуа не просто потому, что это величайший вид поклонения, это причина прощения грехов и так далее, да? Нет, не только потому, что мы показываем свое рабство, а и потому, что Аллах обещал нам. Он сказал: вы взывайте, а я вам отвечу. Поэтому Всевышний – это тот, который отвечает тому, который взывает к Нему. Это тот, который оправдывает ожидания надеющихся, надежды надеющихся. И это тот, который дает то, что у него просит. То, что у него просит. Всевышний сказал, как я уже обещал, практически каждый урок мы будем напоминать друг другу этот аят, сура Гафир, прощающий, аят 60. Всевышний сказал: «Вакаля раббукум», и вот сказал ваш Господь: «Удауни», взывайте ко мне, зовите меня. И что? Дальше Аллах сказал: «Астаджиб лякум», и я вам отвечу. То есть Аллах поставил условие: взывайте ко мне, просите у меня, и я вам отвечу. Вот это и есть обещание Аллаха. Это есть слово Всевышнего Аллаха. Дальше уж многие помнят, наверное, аят: «Инна лядина ястакбируна ан ибадати». Воистину, те, которые проявляют надменность, высокомерие в вопросах поклонения мне, саядхулуна джаханнама дахирин, они скоро войдут в ад, будучи униженными. И вот этот аят также указывает на милость Аллаха, на щедрость Всевышнего Аллаха, потому что Он, альхамдулилля, Он призывает нас. Он призывает нас, чтобы мы просили, и Он обещает, что наши просьбы, они не останутся без ответа. Они не останутся без ответа. То есть Он говорит: вы взывайте ко мне, а я беру на себя ответ вашим мольбам. То есть мы даже можем сказать, взывая к Аллаху, да: «О Аллах, Ты нам обещал, Ты нам приказал взывать к Тебе, и Ты нам обещал, что Ты ответишь нам. Вот, мы взываем к Тебе, где Твой ответ?» Мы можем даже так сказать. Я где-то в дуа одного шейха я так слышал. О Аллах говорит: «Ты нам обещал, Ты нам приказал, мы, говорит, выполнили приказ. Ты нам обещал, мы ждем Твоего ответа. Прости нам». Или там, что мы просим, да, о чем просим. Поэтому, немножко, отклоняясь от этого аята, мы должны понимать, что Аллах, когда мы просим у Него, Аллах любит настойчивых. Мы об этом с вами говорили. Аллах никогда не примет дуа того, который будет взывать к Нему и говорить: «О Аллах, прими, если Ты захочешь». Или там: «Прости меня, если Ты захочешь». То есть это означает, что если ты не захочешь,
тогда кто-нибудь другой мне поможет. Нет, у нас нет других вариантов. Если ты не простишь, значит кто-то другой? Нет. Никто не может простить, если Аллах нас не простит. Поэтому Аллах любит настойчивых. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, сказал, когда стучитесь, будьте настойчивыми. И, быть может, Аллах откроет вам. Даже в жизни, когда кто-то просит нас позвонить ему, постучаться в телефон, да? Или зайти к нему, если человек так не хочет, чтобы ему открыли дверь, а потом сказать, так я же стучался, да? Как он стучится? А? Он постучится так, что его никто не услышит. Или он позвонит так, что там не один гудок, а полгудка это будет. Но потом он скажет, так я же звонил, а тот не услышал, потому что, вот я поэтому, не знаю во всех телефонах, но в китайских есть, там показывают сколько гудков. И поэтому, когда я смотрю непринятые, если 1-2 гудка, быть может, это по моему вопросу. А если 10, 12, 18 гудков, значит, я им нужен, очень нужен. И прямо вот на самом деле это так, это психология. Поэтому если тебе очень нужно, чтобы Аллах открыл врата своей милости, да, тогда надо стучаться. Тогда пророк саллаллаху алейхи сказал, будьте настойчивыми, стучитесь сильнее. И тогда, быть может, Аллах вам ответит. Поэтому Аллах сказал, просите у меня, а я вам отвечу. И Всевышний любит, мы с вами об этом говорили, когда рабы просят у него, и когда рабы просят у него часто, больше, чаще просят. И чем больше рабы просят у него и чаще, тем больше Аллах их любит. И поэтому вот как раз я вам приводил эти слова Суфьяна Thаури. Суфьян Thаури говорил, «Я ман ахаббу айбадаху илейхи ман са'аляху фа акфара су'аляху». То есть, тот, который любит из своих рабов тех, которые просят у него и просят больше. То есть, чем больше раб просит у Аллаха и чаще, тем больше Аллах любит его. Тот, который гневается к своему рабу, когда тот не просит у него. То есть Аллах не любит того раба, который не просит у него. И нет больше никого такого, кроме тебя. То есть Суфьян ас-Саури говорил. То есть мы любим тех знакомых, тех людей, которые не просят у нас ничего. Так ведь? И мы не любим, когда у нас кто-то очень часто и что-то больше просит. Так ведь? Несмотря на то, может быть, что человек там щедрейший, не знаю, такой великодушный, он любит, да, как помогать. Один раз поможет, второй, третий, он 4-й раз скажет, имей совесть, да. А вот Аллах, чем больше ты просишь, чем чаще ты у него просишь, тем больше он тебя любит. И Аллах не любит того, кто не просит у него. Это слова Суфьян ат-Thаури, рахимахуллах. Есть огромное количество, дорогие братья, хадисов, которые указывают, которые призывают нас, которые, заинтересовывают нас, да? Как это будет на русском? Казактра, чтобы рабы быстрее и чаще просили у Аллаха. Есть такие хадисы, которые побуждают к этому. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывал, что Всевышний Аллах, Он дает тем, которые просят у Него. Всевышний Аллах отвечает тем, которые вызывают к Нему, обращаются к Нему. И Всевышний не оставляет без ответа, не оставляет без внимания тех верующих, которые надеются на Него, надеются на Его помощь и милость. Потому что Всевышний, Он хайюн карим. Аллах, Он вечно живой. Аллах, Он щедрый. И Аллах стеснительный. Вот казалось бы, да, вот чего стесняться Аллаху? Нет, Аллах стеснительный. И это одно из Его качеств. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис приводит нам Абу Дауд, имам ат-Тирмизи, от Сальман аль-Фариси.
Ну, Сальман аль-Фариси – это сподвижник, которого больше всех любит, наверное, Салимджан Хазрат, потому что он часто о нем говорит, машаллах. Сальман аль-Фариси, ради Аллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха хайюн каримун». Воистину Аллах стеснительный, щедрый. «Ястахьи мин абдихи ида рафа'a ядайхи илейхи ан яруддахума сифра». То есть Аллах стесняется своего раба, когда тот протягивает к нему руки, то есть поднимает к нему руки с надеждой, с какой-то просьбой, с какой-то проблемой, да? Аллах стесняется чего? Аллах стесняется оставлять его руки пустыми. То есть если эти руки, они протягиваются к нему, тянутся к нему, если эти руки поднимаются и просят у него, Аллах стесняется оставить эти руки пустыми. То есть Аллах стесняется оставить это дуа без чего? Без ответа. Поэтому иногда, когда я делаю дуа, когда я у него прошу, вот так поднимаю руки, я иногда вспоминаю этот хадис и говорю: Аллах, ты тот, который стесняется оставить руки без ответа. Я говорю, Аллах, мои руки тянутся к тебе, не оставляй мои руки без ответа. То есть вот это качество Аллаха. Аллах щедрый, Аллах милостивый. Поэтому Аллах стесняется оставлять вот эти руки, которые тянутся к Нему, да, к Его милости, надеются на Его помощь, оставить их пустыми, то есть без ответа. Вот это первый хадис, который побуждает нас чаще и чаще просить. То есть надежда на то, что Аллах тебе обязательно ответит, это побуждает нас делать дуа больше, чаще. Второй хадис. Этот хадис мутаватир, то есть это высшая степень достоверности. То есть можно сказать на уровне Корана. Коран мутаватир, то есть означает, что не одиночные, а то есть в каждом поколении десятки, сотни людей передавали это знание к другим поколениям. И вот этот хадис только этот хадис передали последующим поколениям около 18 сподвижников. То есть этот хадис мутаватирун. И в этом хадисе пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказывает нам о нузуль. Нузуль, то есть в переводе означает как спускание, неспускание Всевышнего Аллаха на небо, мирское небо. И пророк, саллаллаху сказал: «Янзилу раббуна табараку ва та'аля кулля лейлатин иля сама'i дунья хайна ябха thulutha лейлил ахир». То есть, когда остается треть ночи, наступает третья часть ночи, это вот как когда мусульмане сухур делают, да, перед утренним намазом, наступлением намаза. То есть считается, это самая великая часть, самый сладкий сон, да. И вот в эту часть ночи пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что наш Господь, Он спускается на небо, то есть на нижнее небо. Ну, конечно, мы сравнивать Всевышнего с Его творениями не имеем права. «Валилляхиль масалюль агля, лейса камислихи шей», нет ничего подобного Ему. Поэтому в хадисе говорится не спускание, но мы это не можем представить и нельзя это представлять. Но мы знаем, что это указывает на то, что Аллах близок к нам. Потому что даже если посмотреть, мы сегодня изучаем астрономию, да, местные времена, то мы понимаем, что если у нас это начало ночи сейчас, а у кого-то уже треть ночи. Так ведь? Через час где-то в другом месте треть ночи. То есть обязательно мы понимаем, что на планете Земля всегда какое-то время это треть ночи, да? Поэтому вот здесь мы не должны это представлять, не должны сравнивать Аллаха с Его
творениями, да, но мы должны понимать, что милость Аллаха, сила Аллаха, мощь, забота, Его помощь, она близка. Она близка. Поэтому это вот треть ночи. И Всевышний в эту треть, Он обращается к нам и говорит: «Мен яд'уни», кто зовет меня, кто взывает ко мне, делает дуа, фаастаджиб, и я ответил бы ему. То есть, если те, которые взывают ко мне, я бы ему ответил. Мен яс'алюни, и кто просит у меня, я бы ему дал то, что он просит. Мен ястагфируни, и кто просит у меня прощения, я бы его простил бы. Вот этот хадис, дорогие братья, также указывает на величайшую мудрость Аллаха, на величайшую милость Аллаха, субханаллах. Вот Аллах, Он не нуждается в нас. Аллах не нуждается, чтобы мы оставляли наши прохладные, мягкие ложа, да, наших любимых жен и шли к Нему. Аллах не нуждается в том, чтобы мы у Него просили, чтобы мы взывали к Нему, чтобы мы просили у Него прощения. Аллах не нуждается ни в этом, ни в нас, ни в ком. Но каждую ночь, когда наступает вот это благословенное время, Аллах обращается к нам и говорит: неужели нет тех, у которых проблем нет, да? Которым помощь моя нужна, да? Может быть, они будут взывать ко мне, а я им отвечу. Я бы им ответил бы. То есть, кто просит меня? Может быть, кому-то здоровье нужно. Может быть, у кого-то проблемы с деньгами. А может быть, у кого-то проблемы в семье. Может быть, с детьми, да? Со здоровьем. Проблем огромное количество. Да? Поэтому Аллах говорит: кто что-то у меня просит. Может, есть такие? Я бы им ответил. А может быть, есть те, которых в грехах. У кого грехи, Если бы они попросили бы у меня прощения сейчас, я бы им простил бы. Поэтому мы нуждаемся в помощи Аллаха, но не спешим просить ее, искать эту помощь. Мы нуждаемся, у нас огромное количество вопросов, просьб к Аллаху, мы нуждаемся, чтобы Он дал нам это, но мы не спешим просить у Него. Мы очень нуждаемся в том, чтобы Аллах простил нам грехи, потому что их очень у нас много, но мы не спешим обращаться к Нему с просьбами о прощении. Вот это ситуация рабов, а это Аллах. Это милость Аллаха. Поэтому каждый раз, когда наступает эта благословенная часть ночи, Аллах обращается к нам и обещает нам, что Он обязательно ответит на наши мольбы, даст нам то, что мы у Него просим, и простит нам наши грехи. Это вот второй хадис, который, машаллах, который должен побуждать более-менее или менее живые иманом, зикром сердца, чтобы они взывали к Нему, просили у Него прощения. Это второй хадис. Третий хадис. Также хадис Кудси. Этот хадис передал нам имам Аль-Бухари в своем сборнике Сахих, что Всевышний Аллах сказал, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, что Всевышний Аллах сказал: «Ман ада ли валиян, факада адантуху фил харб». Всевышний сказал: кто будет враждовать с моим любимым рабом, то есть моим другом, то я объявляю ему войну. То есть тот, кто будет враждовать с друзьями Всевышнего Аллаха, это аулия. Аулия — это те, которые покорны Аллаху, которые подчиняются, покоряются Его приказам, оставляют грехи, да, которые любят Аллаха, страшатся Аллаха. Это аулия. Это аулия. И вот Аллах говорит: кто враждует с моими аулия, то есть с моими друзьями любимыми, то я объявляю ему войну. То есть он будет иметь дело с кем? С Аллахом, с Господом этих рабов. И самый любимый мною путь
когда раб приближается ко мне, это мои фарзы. То есть ничто не может приблизить к милости Аллаха больше, быстрее, чем фарзы. Поэтому если человек, раб, хочет, чтобы Аллах его любил, чтобы Аллах его приблизил, он должен начать с чего? Начать с фарзов. Пока человек не наведет порядок в фарзах, где-то что-то строить, какой-то порядок в навафиль, в дополнительных молитвах, да, это бессмысленно. Бессмысленно. Сначала фарзы. Сначала нужно порядок навести в оставлении харамов. Если человек где-то пренебрежительно относится к фарзам, то, что он где-то что-то делает навафиль, да, это не приблизит его к Аллаху. Если человек оставляет обязательные некоторые намазы, но в то же время там ночами выстаивает ночные, да, эти ночные намазы ему большой пользы не принесут, потому что сначала фарды. Если человек не наводит порядок в закате, обязательный налог, все, это закат, который ты обязан выплатить, да, и где-то там садака дает. Там, машалла, мечеть строит, там больницам помогает, там благотворитель года, а закат не дает, то это его не приблизит к Аллаху. Потому что сначала фарзы. Сначала надо навести порядок в харамах. То есть он не должен выходить за рамки дозволенного. А вот после того, как он навел порядок в фарзах, уже перестал выходить за рамки дозволенного, все, тогда он может переходить на навафиль. Поэтому даже, сейчас только вспомнил, раньше бабайлар говорили такие, ну на самом деле это величайшие слова, «Мин сум садака бирганши, бір сум харам малдан сақлан» деген. Вместо того, чтобы 1000 рублей садака дать, ты лучше сторонись 1 рубля харамного рубля. То есть кто-то может здесь спокойно там миллионы рублей харамного якобы зарабатывать, да? Даже не думаю, что это такой великий грех, да? А может быть где-то раздавать садака, это ему большой пользы не принесет. Поэтому сначала фарзы, это первый. Затем Аллах говорит: «Вама язалю абди ятакарраба иляя бин навафиль, хатта ухиббаху». И мой раб, после того, как уже после фарзов, переходим к навафиль. Это мустахаб, сунны, да, дополнительные виды поклонения. И Аллах говорит: и не перестает мой раб приближаться ко мне, чем дополнительными деяниями. То есть это сунны, то есть все, кроме, то есть после фарзов, так ведь? Пока, то есть результат, пока я не стану любить его. То есть посредством фарзов, затем навафиль, дополнительных поклонений, человек находит приближение к Аллаху, и Аллах в результате начинает любить его. «Фаида ахбабтуху», а когда я начинаю кого-то любить, когда я начинаю любить своего раба, «кунту сам'аху аллади ясмагу бихи», я превращаюсь в его слух, посредством которого он будет слышать. Я превращаюсь в его зрение, посредством которого он начнет видеть. То есть Аллах начинает вести его, Аллах начинает помогать ему. То есть Аллах дает ему возможность услышать истину, увидеть истину. Я буду его слухом, посредством которого он будет слышать. Я его буду зрением, посредством которого он будет видеть. И я буду его рукой, где-то говорится, по которой он будет совершать благие дела, или там бить, и буду его рукой. И буду ступней, которым он будет наступать, идти. То есть Аллах будет во всем, что он будет делать. Помогать ему во всем, что он будет делать. И если он попросит меня о чем-то, я непременно ему дам это. То есть это уже результат после фарзов, после навафиль. То есть человек нашел приближение к Аллаху, Аллах начал его любить. И Аллах слух, которым он слышит, Аллах зрение, которым он видит, Аллах рука, которым он бьет, которым он делает.
То есть во всем помощь Аллаха. И Аллах говорит, и если он у меня попросит, я ему обязательно дам. В хадисе приводится такой глагол «ля о'тиянна», то есть я непременно обязательно ему дам то, что он просит. «Валя ин исти'адha би ля у'иданна». Если он будет искать моей защиты, я непременно дам ему свою защиту. Я непременно дам ему свою защиту. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари. Так, вот этот хадис также указывает на то, что Аллах говорит, если он у меня попросит, я ему непременно дам. Аллах даст ему. То есть Аллах обещал, что он ответит своему праведному рабу. Таких хадисов, которые указывают на это, очень много, дорогие братья, очень много. И давайте немножко начнем, подытожим, да. Вот Аллах в этих хадисах и в суре Гафир, он нам обещал, что он обязательно ответит. Также можно привести сурату Аль-Бакара, да, «Ва ида са'аляка ибади анни фа инни кариб». То есть, если рабы мои спросят у тебя обо мне, скажи «инни кариб», я близок к ним. Аллах близок. «Уджибу да'вата да'и ида да'ан», и я отвечу мольбе взывающего, когда он будет взывать ко мне. Я отвечу ему. «Фалястаджибу ли», и пусть они тоже ответят мне. «Фалю'мину би», уверуют в меня. И вот эти аяты, эти хадисы указывают на то, что Аллах обещал нам, что Он обязательно ответит на наши мольбы. Но в ответе Всевышнего своим рабам есть мудрость. Есть свои правила. Есть свои некоторые моменты. И вот Хафид ибн Хаджар, рахимахуллах, он приводит такую историю. Когда джамаат, машаллах, праведных мусульман, они собрались и начали взывать к Аллаху. Значит, что-то, может быть, случилось, может быть, была какая-то проблема, какое-то бедствие, да? Может быть, это был истисха, неважно. То есть они искренне обратились к Аллаху своими искренними мольбами. То есть они не просто попросили, они очень много просили. Они очень усердно просили, но они не дождались ответа. То есть они не получили ответ. Они попросили, Аллах им не ответил. И вот Хафид ибн Хаджар, рахимахуллах, объясняет это следующим образом. То есть ответ к этой проблеме, то, что они праведные, они были мусульмане, богобоязненные, они все обратились к Аллаху усердно, настойчиво, но Аллах им не ответил. Почему? Потому что ответ Всевышнего, он не только в одном виде, он в разном виде может прийти. В разных видах может прийти. Иногда Всевышний может дать рабу то, что он просит. И сразу, как он попросит. Например, ему надо вот это. Он попросил у Аллаха это, Аллах ему дал это. Машаллах. Это первый вид ответа. Иногда Аллах, зная, что в том, что он просит, нет для него пользы, он отвечает на его мольбу, но не дает ему то, что он просит, а дает то, что ему лучше. Бывает так, нет? Субханаллах. Мы люди. И наше знание, оно ограничено. Мы, когда стремимся к чему-либо, мы опираемся на ту информацию, которая у нас есть. Так ведь? И мы, опираясь на свое знание, на свой опыт, мы думаем, что вот сейчас нам нужно вот это. А на самом деле в этом нет добра для нас. В этом зло для нас. Вот говорят же еще, кот в мешке, да? Да, мы не знаем. А кто знает? Знает тот, у кого мы это просим. Аллах знает. Аллах, Он милостивый. Аллах, Он мудрый.
Поэтому по милости своей Он не дает нам то, чего мы хотим, что мы у Него просим. Вот поэтому даже вот «Валилляхиль масалюль агля» мы не сравниваем мудрость Аллаха с мудростью людей, но это мы видим каждый день в жизни. Мать работает на кухне, трудится, да, скоро отец придет. Там взяла нож и там, например, салат делает. Ребенок выходит, ему там 2 года. Видит такой нержавеющий сталь, что-то блестит, нож. Ему нож нужен. И он говорит: дай мне нож. Мать не дает. Ребенок начинает возникать, кричать, визжать, плакать. Так дай ты, мать, дай ты ребенку, пускай поиграет, да? Почему она не дает ребенку то, что он просит? Потому что ей нож жалко, а? Потому что она скупая? Нет, это ее милость в сердце. То есть ее милосердие, любовь к ребенку вынуждает отказать ему. Потому что она знает то, что младенец не знает. Чего младенец не понимает. Мать прекрасно знает, что если ему дать нож, он может порезаться, он может убить себя, другого. Поэтому не дает. Да, ребенок обижается. И мы тоже обижаемся иногда. По слабости своей. Слабость имана, слабость таваккуля. Да? Мы просим у него и говорим: а я же просил, а он не дал. Так в этом нет блага, не было блага. Там, например, понравилась она ему там, да? Машаллах, такая красивая, машаллах, кажется, вот такая воспитанная. А ему надо жениться, у него жены нет, ему надо семью создавать. Он говорит: я раб, ну дай мне ее, дай мне. Так ты не знаешь, что там в ней. И что она тебе там, может, жизнь тебе... Я ничего про сестер не говорю. И про братьев тоже можно сказать такое. Мы же не знаем, что у него там внутри, что у нее там. Может, она тебе жизнь всю сломает. Или он тебе всю твою жизнь сломает. Или твоей дочери. Но ты просишь у Аллаха. Аллах тебе не дает. Значит, может быть, нет в этом блага. Поэтому первый, Ибн Хаджар сказал, первый вариант ответа, это когда ты вот у него просишь вот это сейчас. Аллах тебе дает это сейчас. А второй вариант, Аллах отвечает на твою мольбу, но только дает тебе не то, что ты просишь, а что-то лучшее. Потому что Аллах знает, что тебе не она лучше, а вот она лучше. Или там не это тебе, не на эту работу тебе надо устраивать, а вот у тебя другая есть. И очень часто бывает, что наверное, анализировали, да? Вот иногда что-то просишь, хочешь у Аллаха, да Аллах не дает, не открывает. А потом через месяц Аллах тебе... Машаллах, такой вариант открывает, и ты такой думаешь: и вот если бы у меня тогда получилось бы, я бы до этого и не дошел бы, да? И ты радуешься, что Аллах тогда тебе не ответил. Ты говоришь: альхамдулилля раббам, вот ты всезнающий, как Юнус алейхиссалям. Он же покаялся, он же говорил: ля иляха илля ант, о Аллах, нет достойного божества, кроме тебя, субханак. Ты пречист от всех недостатков. Инни кунту миназзалимин. Это я был залимом, а ты пречист от всех недостатков. Поэтому Аллах иногда может дать ему то, что лучше для него. И на самом деле в жизни очень часто такое бывает. Дальше тот же Хафиз ибн Хаджар говорит: каждому взывающему к Аллаху Аллах непременно ответит. Но ответ Всевышнего может быть разным. Может быть разным. То есть во всем есть мудрость. Да? Иногда Аллах может дать ему то, что он просит, а иногда может дать ему то, что лучше для него. То, что лучше для него. И хадисы, давайте посмотрим несколько хадисов, где как раз эти варианты ответов приходят к нам. Первый хадис. Тирмизи, Хаким. Хафид ибн Хаджар сказал, что это достоверный хадис. Этот хадис нам передал Убада ибн Самит, радийаллаху анху. Где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма алял арды муслимун яд'у бид'аватин илля атаху Аллаху ияха, ау саррафа анху минассуи мисляха». То есть, какой бы мусульманин, который находится на земле, не взывал бы к Аллаху своей мольбой, Аллах обязательно
даст ему то, что он просил. Обязательно. Или же Аллах отвратит от него зло, мисляха, то есть равно тому, сколько он на него просил. То есть вот уже получается два варианта здесь, да? То есть первый, на что указывает хадис, Аллах обязательно ответит. И два варианта. То есть или Аллах даст тебе то, что ты просил, или же за то, что ты у Аллаха просил то, что ты хотел, вот сколько ты у него просил, вот столько он отведет от тебя зло. То есть он спасет тебя от чего-то, он отвратит от тебя кого-то, что-то, которое принесло бы тебе что? Какую-то проблему, которая разрушила бы тебе жизнь. Это ответ нет? Альхамдулилля. Ты попросил? Да, Аллах тебе не это дал, но зато за эту твою мольбу Аллах тебя спас от чего-то другого. Ты даже об этом не узнал. Это должно было тебя постигнуть. Но вот эта твоя дуга, она была причиной того, что Аллах отвратил тебя от тебя вот это. Ну, даже про болезни можно говорить. Огромное количество есть хадисов, где говорится, что если человек, зикров, если человек будет говорить эти зикры утром, вечером, Аллах отвратит от него зло, там, дня, ночи и так далее, и так далее. Ну, как бы можно приводить пример, да. Поэтому вот это первый хадис. Второй хадис имам Ахмад передал, имам Бухари, Адабуль Муфрад, Хаким, от Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал: «Ма мин муслимин яд'у бид'аватин лейса фиха ithman, валя кати'ату рахим, илля атаху Аллаху биха ихда салят». То есть какой бы мусульманин не возвал бы к Аллаху с мольбой, и если в его мольбе не будут, что? Первые, греховные. Дорогие братья, Аллах никогда не отвечает на те мольбы, в основе которых лежит грех. Как-то раз мне звонит один знакомый, Азрат, имам, говорит, я не помню, может, в Нижнекамске работал. Я, говорит, магазин открываю, большой, продуктовый, хороший, так мечтал. Может, говорит, приехать, дуа сделать, там, баракат попросить. Я говорю, а что ты там будешь продавать? Ну, там, говорит, ну, все уж. Я говорю, а халяльный будет? Ну, как халяльный там? Ну, разные же будут продукты-то разные бывают. Я говорю, как я могу прийти тебе в этот магазин, где ты будешь продавать вино, спиртное, и попросить у Аллаха, чтобы Аллах тебе дал помощь, чтобы ты побольше людей там напоил спиртным, да, сигаретами и так далее, и так далее. Я говорю, ты это как себе представляешь? Он сам призадумался, да? То есть с благословения Хазрата, то есть нельзя просить во время дуа что-то греховное. Например, там вор идет на работу и говорит: о, Аллах, помоги мне сегодня, там, дай мне бабушек, дедушек, там, я их, чтобы побольше у них пенсии. Аллах не примет такой дуа. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: любой мусульманин, если будет взывать к Аллаху, и в его мольбе не будет греха, если будет грех, все, забудьте про ответ. Валя кати'ату рахм. Второй момент, это тоже великий грех, разрывание родственных уз. Разрывание родственных уз, это страшно. Или, например, как в хадисе говорится, чтобы Аллах лишил его потомства. То есть человек может делать дуа, где просит против кого-то, чтобы Аллах лишил его детей, его внуков, то есть разрывание уз. Так ведь? Вот если этих вещей не будет, Аллах непременно ответит ему одним из трех. То есть тут уже условия пошли, да? Если греховного не будет, разрывание родственных уз, потомства, Аллах ответит ему одним из трех. То есть получается, он обязательно получит ответ, один вариант из трех. Первое. Имма ан юаджиля лаху да'вата. Аллах поторопит ему его мольбу. То есть, что он попросил? Вот он просил вот это. Он просил на завтра. Все, на завтра ему все будет. Это первый вариант. Ва имма ан яддахира ляху фил ахира. Второй вариант. Аллах, то, что он просил у Аллаха в этой жизни, может оставить ответ на судный день. На жизнь вечную. То есть он вот что-то просил, Аллах не дал ему.
Но за то, что он просил, он ответил ему. Но где придет ответ? Когда? Только в судный день. И он обрадуется. Он очень обрадуется за то, что Аллах оставил это как, на судный день. На судный день. Это второй. Вот еще один вариант, да? Или же, вот как в том хадисе говорилось, Аллах отведет от него, спасет его от какого-либо зла, равносильного тому, что он просил у Аллаха. То есть вот он обязательно получит одно из трех, если не будет ничего греховного. И когда сподвижники услышали это, они спросили: «Я Расуль Аллах». То есть они сказали: «Идан нукфир», значит, мы часто много должны просить. И на что пророк сказал: «Аллаху акфир», Аллах еще больше. То есть сколько бы вы ни просили, этого мало. Этого мало. Поэтому он сказал, как еще перевести? Аллаху акфир, Аллах больше ваших просьб. Поэтому Аллаха надо просить больше. Потому что даже если одно из трех даст, то есть надо, значит, еще больше просить. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в этих хадисах, он указывает на то, что наши дуа должны быть чисты от грехов, от разрывания родственных уз. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обещал, что Аллах нам ответит. Но в каждом ответе есть мудрость Аллаха. Поэтому вот давайте подытоживая, ученые дают два разъяснения ответам. Вот два вида. Первое. Вот давайте вспомним хадис, где в треть ночи Аллах обращается к нам. Он как говорит? «Мен ядруни», то есть в переводе означает, кто взывает ко мне, кто зовет меня на помощь, я ему отвечу. «Вамен яс'алуни», и кто просит у меня, я ему дам. Вот здесь ученые говорят, это не просто так. Всевышний разделил на две части. Можно было просто сказать, кто просит у меня, кто взывает ко мне, это кто-то может сказать, это же одно и то же. Нет. Можно звать Аллаха на помощь, а можно просто просить у Него. Просишь, когда ты вот что-то знаешь, опираешь на свое знание, опыт, ты говоришь: Аллах, дай мне это. А когда ты за помощью идешь к Аллаху, это намного шире, это намного глубже. И здесь у тебя ты не говоришь: Аллах, вот дай мне вот это. Да? Ты говоришь: Аллах, помоги мне. Аллах, помоги мне. И то есть ты уже оставляешь выбор Аллаху. Ты уже полагаешься на мудрость Аллаха, а не на свою. Может быть, то, что ты просишь у Него, вот это, в этом зло для тебя. А когда ты идешь к Нему за помощью и говоришь: Аллах, помоги мне, реши мне вот это, Аллах уже сам тебе это решит. Поэтому Аллах говорит: кто взывает ко мне, я бы ему ответил, а кто просит у меня, я бы дал бы ему то, что он просит. Поэтому даже вот бывает так, что, например, мы идем к врачу, да, и мы говорим: вот сделай мне вот это. А врач говорит: а зачем тебе нужно сделать это? Ты говоришь: так потому что у меня это болит. А врач говорит: ты знаешь, друг, я 7 лет или там сколько учился в университете, я 20 лет лечу вот это. И у тебя проблема не здесь, а вот здесь, например. Потому что врач видит в тебе то, чего ты не видишь. Так ведь? Ты думаешь, вот это? Нет. Почему там у тебя повышенное, например, давление, да? Да потому что у тебя там песок, там, в почках, например, или еще что-то. Огромное количество может быть причин. Поэтому не надо просто лекарства давать, которые понижают давление, а вот надо найти, поэтому ты пришел к врачу за помощью, врач уже сам принимает решение, как тебе помочь. Ты же вот это просил? Нет, тебе не надо это, тебе вот это надо. Потому что он знает, даже это среди людей так бывает. А вы вот посмотрите, это же мудрость Аллаха, это милость Аллаха. Поэтому, когда мы идем к Нему за помощью, иногда не надо спешить учить Его, как нам помочь. Да? Надо отдать это Аллаху. Надо оставить Аллаху, таваккуль надо делать, уповать на Аллаха.
Поэтому Раббана атина фи дунья хасана. Аллах, дай нам в этой жизни благо. Там благо и жена праведная, и дети, и деньги, и все там. Ва фил ахирати хасана. И милость, и прощение, и рай, и избавление от ада, там все там, все там. Поэтому это разный уровень дуа. То есть, когда мы идем за помощью к Нему, да, взываем к Нему, Аллах, помоги мне, и когда мы просим вот это дай мне. Вот ученые говорят, поэтому это разный уровень. И второй ответ, разъяснение, они говорят, что дуа в основе это поклонение. И любое поклонение имеет ряд условий. Условий, то есть, если ты не выполнишь эти условия, то это поклонение, оно не будет приниматься. И не будет иметь никакой ценности перед кем? Перед Всевышним Аллахом. Например, ты прекрасно знаешь, что любой намаз без тахарата, ты кроме греха, а некоторые даже ученые говорят, что особенно ханафитского мазхаба, это, говорит, даже издевательство над намазом, когда ты знаешь, что у тебя нет тахарата, ты идешь на намаз. То есть мы знаем, что без соблюдения этого условия у тебя намаз не примется. Если ты знаешь, что кибла там, а ты поворачиваешься туда, это не намаз. Если ты знаешь, что солнце сядет через 10 минут, а ты уже магриб читаешь, это не намаз. И вот здесь то же самое. Есть ряд условий, которые мы должны обязательно выполнить, чтобы у нас дуа принималась. Также есть ряд преград, которые лишают нас ответа наших дуа. Поэтому мусульманин, который заинтересован в том, чтобы Аллах принял его дуа, он должен изучать и выполнять те условия дуа, которые обязательны для нас. И он обязательно должен сторониться тех преград, которые встают между нами, между нашим дуа и между Всевышним Аллахом. То есть Аллах ответил бы на наши дуа, но у нас есть вот эти преграды, которые нужно убирать. И, иншаллах, как раз об этом мы с вами поговорим на следующем уроке. Так, по-моему, у меня там будет поездка следующая среда. Поэтому следующая среда, там уроков не будет, лекции не будет, но потом уже, иншаллах, до новых встреч. Субханак Аллахума бихамдик, шаду алла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллах хайр. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.